Среди многочисленных медалей на этой выставке нет той самой золотой, которую Исраил Арсамаков завоевал в далеком 88-м в Сеуле по тяжелой атлетике. Олимпийский чемпион эту победу считает самым большим достижением, и медаль дорогой. Тогда в каждом ингушском доме Исраил Арсамаков был национальным героем. Магомед Мартазанов на выставке случайно. Олимпийский чемпион его ровесник. Признается, выставка невольно возвращает в прошлое. Это же ностальгия по тем временам, во-первых, это фотографии, очень старые фотографии, они черно-белые еще, это тогдашние времена. Ну, отрадно все это музей, это тоже хорошее дело делают. Совсем недавно в дар музею Исраил Арсамаков передал большую коллекцию своих медалей, которые завоевал в разные годы. Помимо прочего, здесь и экспонаты из личного архива. Здесь представлен стенд с дипломами, газетными статьями и наградами Исраила Арсамакова. Но самая, пожалуй, интересная часть выставки – это многочисленные кубки. Вот этот, к примеру, чемпион получил в Сан-Марино в 1980 году. Кубки завоеваны в самое разное время. По дизайну понятно, что многие из них довольно старые. Выставка как нельзя лучше знакомит посетителей с историей становления чемпиона, его путь от обычного юноши до известного человека. Сегодня на выставке много учащихся, которым экскурсовод подробно рассказывает про Исраила Арсамакова. Впервые узнала, что у нас был такой чемпион. А что тебе понравилось здесь на выставке? Мне больше всего понравился серебристый кубок и все медали. Я тоже не знала, что есть такой у нас чемпион. Мне понравился один кубок с орлом и все его фотографии. Имя Исраила Арсамакова по праву вошло в историю тяжелой атлетики страны и региона. Став первым олимпийским чемпионом среди ингушей и чеченцев, своими блестящими победами он внес большой и яркий вклад в повышение авторитета страны на международной спортивной арене. Включая сборную Советского Союза, очень много побед не только в самой республике. Мы знаем, что СССР в то время объединял много республик, и пробиться в сборную Советского Союза было тяжело, и для этого нужно было очень много работать. Сегодня наши земляки продолжают славить нашу республику. Большой практический опыт Исраила Арсамакова востребован при проведении в республике СКФО больших спортивных мероприятий. Он стал автором и идейным вдохновителем ингушских игр, позже переросших в Кавказские игры. По фотографиям видно, вот в каких городах. Здесь и Алмата, и Харьков, и Феодосия, и Сан-Марино, Фрунзе. То есть, где только не побывал и какие награды только не завоевал этот человек. И вот завершение, может быть, его карьеры была вот именно олимпийская медаль 1988 года. Ну а выставка продлится до конца Олимпийских игр, которые проходят в Южной Корее. И пусть достижения Исраила Арсамакова станут вдохновением для российских спортсменов, которые, несмотря ни на что, доказывают силу и мощь нашей великой державы. Лина Цичоева, Рахман Суров. Новости 24.